О месте Абхазии в международных процессах в прошлом, настоящем и будущем, о роли добровольца в Отечественной войне народа Абхазии, о том, как освещалась и воспринималась война в Абхазии за ее пределами, о том, что сегодня Абхазия может предложить своим партнерам и кто вообще может быть партнером Абхазии, рассуждали в Музее боевой славы, который принял у себя международную конференцию под названием «Проблемы истории и современности Черноморско-Кавказского региона». На Южном Кавказе всегда были проблемы, сложные проблемы, которые необходимо решать. Они и сегодня актуальны, и актуальны они будут для завтрашнего дня. И я надеюсь, что научные конференции, которые проводят люди с высоким интеллектом, смогут проанализировать прошлое и направление будущих решений. Для нас это очень важно. Лили Хагба рассказала о роли добровольческого движения в Отечественной войне народа Абхазии, о том, какие подвиги совершили эти люди и как повлияли на ход войны. А Юрий Анчабадзе рассказал о восприятии Абхазии у российского общества в 1990-х годах. По его словам, не все в тогдашней России сочувствовали абхазам. Общество разделилось, и только последователи Дмитрия Сахарова поддержали тогда нашу республику, по мнению Анчабадзе. Не вызывает сомнений, что если бы Андрей Дмитриевич дожил бы до войны, он непременно выступил на стороне абхазов, был бы твердым защитником абхазских интересов и поддержал бы абхазский народ, который по существу в своей борьбе, эта борьба была направлена на демонтаж вот этой вот имперской, матрешечной структуры национально-государственного устройства, когда один народ входил в другой народ и так далее. И на вершине этой пирамиды были 15 народов титульных для союзных республик и во главе со старшим братом русским народом. Он затронул и перспективы Абхазии в международных отношениях. и озвучил мысль, что делать ставку только на одного стратегического партнера не стоит. Ставка на какую-то одну политическую общественную силу непродуктивна. Упование на извечность статус-кво – это нелепо и опасно, иллюзорно. Абхазия обречена на многовекторность в своем взаимодействии с внешним миром. И в этом отношении изучение истории и современного состояния общественных строений в России – это, мне кажется, очень важная задача для абхазской политической и исторической науки. Юрию Анчабадзе оппонирует его российский коллега, профессор социологии Максим Васьков. По его мнению, о многовекторности абхазской политики можно будет говорить только после признания независимости Абхазии и Грузии. Вы знаете, очень часто поднимают вопрос, я безусловно с ним согласен, о многовекторности политики Абхазии. Но в настоящий период многовекторность для абхазской политики, она откроется только, когда удастся добиться официального признания суверенитета Абхазии со стороны Грузии. И когда на основе этого признания заключения договора Абхазия может быть интегрирована абсолютно во все международные системы отношений, политики. Будет ли это? Ну, думаю, каждый может ответить на вопрос сам для себя. Этого не будет. По словам Васькова, у Абхазии есть ресурс транзитный и посреднический. Территориальное расположение, история отношений между Абхазией и Россией позволяет республике стать посредником между Россией и другими странами во многих вопросах. Абхазия своим положением, своими ресурсами, своей историей может быть действительно страной, которая позволит России решить приблизиться к решению ряда системных проблем. Ну, прежде всего, Абхазия как мост для диалога с глобальным черкесским миром, у которого с Россией есть очень сложная, трагическая, известная всем история, еще идущая от Кавказской войны. Россия признала Абхазию как суверенное государство. Впервые именно в адыго-абхазском глобальном мире есть суверенная страна, имеющая, по крайней мере, частичное признание как суверенное государство. У Абхазии есть огромные перспективы для развития дипломатии и теми государствами, которые считаются де-факто. Знаете, я очень внимательно обращал внимание и возможность, например, диалога и развития отношений Абхазии с Северным Кипром. Абхазия в системе геополитических интересов России, Северный Кипр, Турция. Возможность, которую дает суверенитет Абхазии, признанный Россией, и суверенитет Северного Кипра, признанный Турцией, для реализации проектов, которые, например, между Турцией и Россией по разным причинам невозможны. Это уже роль Абхазии именно в системе
глобальных международных отношений. Я всегда отстаивал момент, что Абхазия является, к сожалению, недооцененной страной ни по уровню потенциала, ни по уровню человеческого капитала, ни по уровню абсолютно тех возможностей геополитических, международных, которые у Абхазии реально есть. И как вложись Россия в поддержку данных проектов, Абхазия станет ключевой страной для региона. Прежде всего, возможности по международной логистике. Или всякие пути с огромными издержками через третьи страны по самым невыгодным маршрутам, или включение Абхазии в систему международного транзита, но опять-таки с абсолютным приоритетом и ключевым значением абхазского права, абхазских законов. Никакие решения ни по инвестициям, ни по собственности не должны приниматься в обход абхазского законодательства на абхазской земле хозяева Абхазии. Более того, я считаю, что в абхазском законодательстве заложены, безусловно, все основания для реализации подобных проектов в долгосрочной перспективе с гарантиями, которые есть для всех сторон. Эти и многие другие вопросы, проблемы, исторические периоды обсудили и еще будут обсуждать в ходе международной конференции. Проблемы истории, современности Черноморско-Кавказского региона. И, возможно, многое из озвученного учеными найдет практическое применение у политиков. Марьяна Котова, Абаза ТВ.